Президент Садыр Жапаровдун Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапары аяктады. Сапардын биринчи күнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын юбилейлик 80-сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында мамлекет башчысы Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри, азыркы Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блэр менен жолугушту. Андан соң ошол эле күнү президент АКШ президентинин Түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Серджио Гор менен жолугушту. Экинчи күнү президент Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын жалпы дебаттарынын ачылышына катышты. Ага дүйнөнүн 195 өлкөсүнүн мамлекет башчылары жана делегациялар келген. Ошондой эле президент Садыр Жапаров көптөгөн мамлекет башчылары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар документтерге кол коюлду. Дебаттардын алдында мамлекет башчысы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен кыска жолугушуу өткөрдү. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен да пикир алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Лидерлер эл аралык күн тартибинде талкуулашты. Андан кийин президент Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөдү. Ассамблея заслушает обращение Его Превосходительства господина Садыра Жапарова, президента Кыргызской Республики. Прошу службу протокола сопроводить Его Превосходительство. Прошу его обратиться к Ассамблее. Госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, позвольте искренне поздравить госпожу Анналену Бербок с избранием на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать ей всяческих успехов в работе. В этом году мы отмечаем 80-летие ООН, уникального института, который стоит на страже мира, безопасности и развития уже почти целый век. За эти 80 лет, несмотря на многочисленные конфликты, мир, к счастью, не стал свидетелем Третьей мировой войны. Организация Объединенных Наций, безусловно, сыграла ключевую роль в этом. Организация стала не только международной платформой для диалога, но и сыграла особую роль в предотвращении глобальных конфликтов. Сегодня тенденции регионализма в мировой политике усиливаются. Мы становимся свидетелями роста цен, недостатка ликвидности и войны, санкций в экономике. Угроза терроризма и экстремизма охватила все страны. Несмотря на критику, ООН остается единственной универсальной организацией, обладающей моральным авторитетом и институциональным потенциалом. Сегодня Кыргызстан гордится достигнутой политической стабильностью и продолжающимися социально-экономическими преобразованиями. Эти достижения были непростыми. Для нас цена достижения свободы и независимости была высокой. Но я могу уверенно сказать, нам удалось создать Кыргызстан как государство. Это достижение позволяет нам ставить перед собой амбициозные цели на перспективу. Международные организации, в том числе ООН, признают Кыргызстан как одно из самых свободных и стабильных государств на Евразийском континенте с сильным гражданским обществом. Масштабная и бесповоротная борьба с коррупцией и преступностью являются приоритетными направлениями государственной политики Кыргызстана. Сегодня наша задача стремиться к политической модернизации и развитию экономики в соответствии с требованием завтрашнего дня. Мы привержены делу улучшения инвестиционного климата. Мы приступили к построению информационного общества, а также справедливого и прозрачного госуправления. Дамы и господа, каждый год в Нью-Йорке главы всех государств мира собираются, чтобы вновь напомнить себе и друг другу о той великой миссии, ради которой создавалась организация. Я тоже приехал в Нью-Йорк с этой миссией. Сегодня
Мои дипломаты подготовили вежливый текст, учитывающий международную дипломатическую обстановку. Однако в этом году, выходя на эту высокую трибуну, я решил выступать не как дипломат. В этом году с этой трибуны я хотел бы поговорить с вами не только как глава государства, но и как простой человек и как обычный гражданин своей страны, который открыто выражает свое истинное мнение и переживания о международных событиях, происходящих в мире. В этом году это уже мой 4-й раз, когда я выступаю с речью на Генеральной Ассамблее ООН. 3 года подряд я сюда приезжал и произносил приятные и красивые слова. Сегодня, однако, я решил выступать открыто и прямо говорить о проблемах, которые тревожат сердца миллионов людей. В разных уголках мира, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, новые вооруженные конфликты и войны вспыхивают постоянно. Миллионы людей теряют свои дома, вынуждены покидать свои родные земли. Миллионы становятся жертвами. Кто страдает больше всего? В первую очередь простые люди. Мы не можем закрывать глаза на страдания многих народов. Палестины, Украины, Судана, Сирии и других, где продолжаются военные действия, гибнут мирные жители, нарушаются права человека. Мировое сообщество применяет двойные стандарты, возводит в приоритет эти конфликты на более или менее важный уровень с учетом своих геополитических интересов. Конфликт на территории Украины длится уже почти 4 года. Люди продолжают гибнуть и продолжают бежать из страны. Мы поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поиску решений мирного урегулирования конфликта на Украине. Мы в этом заинтересованы, потому что и мы страдаем от последствий российско-украинского конфликта. Односторонние санкции негативно воздействуют на нас, на страну, которая только встает на ноги. Кыргызстан прилагает всяческие усилия для укрепления своей экономики независимо, поэтому считаем необоснованные санкции как вмешательство в внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию нашей еще только формирующейся экономикой. Я всегда говорил, и еще раз повторю, Кыргызстан строго выполнял и будет строго выполнять свои международные обязательства. Однако мы не можем жертвовать интересами наших граждан и экономическим развитием нашей страны. Санкции, введенные в отношении Кыргызстана, основаны на ложной информации, распространяемой отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами. Мы готовы принять независимые международные ревизии для того, чтобы тщательно проверить деятельность банков Кыргызстана. В 2024 году страны Европейского Союза осуществили торговлю с Россией на сумму $141 миллиард, из которых 36 миллиардов пришлось на импорт из России. Соединенное Королевство, которое ввело санкции против 2 наших банков, в том же году провело торговлю с Россией на сумму $2,2 миллиарда. Говоря откровенно, кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим делать это запрещает. Как назвать такое явление? Есть поговорка: прежде чем требовать что-то от других, будь сам примером. Вы требуете от нас не сотрудничать с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. У нас с Россией гораздо больше экономических отношений, чем у вас, поэтому в экономическом плане мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией. Мы не стремимся к противостоянию с другими, мы сотрудничаем практически со всем миром, проводя многовекторную политику. Например, каждый год мы продаем золото Англии на сумму $1 миллиард. А первоочередная обязанность как президента страны обеспечить безопасность моих граждан и страны, а также улучшить их экономическое благополучие. Мы выступаем против политизации экономического сотрудничества и торговли. Поэтому мы требуем
отмены санкций в отношении двух наших банков. Уважаемые дамы и господа, генеральный секретарь ООН уже охарактеризовал сектор Газы как кладбище тысяч детей. Что еще нужно, чтобы остановить войну и ужасающие события в Газе? Мы должны сопереживать палестинскому народу, понесшему огромные потери в результате бесчеловечного конфликта в секторе Газа. Мы не должны оставаться равнодушными к человеческой трагедии, разворачивающейся на глазах всего мира. Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев и начать международное судебное расследование со стороны Международного суда ООН. Наша страна всегда решительно осуждала насилие и терроризм во всех формах, в том числе террористические нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Таких террористов следует жестко наказывать. Однако, у борьбы с терроризмом, у методов уничтожения террористов существуют свои правила и процедуры. Именно этими методами и следует пользоваться. Из-за действий подобных террористов не должны гибнуть миллионы простых граждан. Почему мы допускаем массовую гибель простых людей, невинных детей, сотнями тысяч? Единственный путь для установления прочного мира – реализовать принцип двух государств для двух народов. Палестина должна обрести независимость на основе границ 1967 года. Также осуждаем последние ракетные удары по территориям Катара и Ирана, поскольку такие удары являются посягательством на суверенитет независимых государств, создают угрозу региональной стабильности и безопасности и противоречат нормам международного права. Борьба с терроризмом и современными угрозами в Газе, Иране, Ливане и других регионах должна быть соразмерна их масштабу и природе. Мирные жители, женщины и дети не должны страдать и жертвовать своими жизнями. Уважаемые дамы и господа, как соседняя страна, Кыргызстан считает важным, особенно в нынешних непростых условиях, оказывать всестороннюю поддержку афганскому народу, интегрируя экономику Афганистана в региональные и мировые экономические процессы. Изолировать Афганистан на международном уровне и лишать его иностранной помощи неправильно. Это несправедливо. Считаем, что использование финансовых инструментов в геополитической и идеологических целях для обострения гуманитарного кризиса является проявлением несправедливости и бесчеловечности. Поэтому мы убеждены в том, что активы Афганистана, замороженные западными странами на сумму свыше 9 миллиардов долларов США, должны быть возвращены афганскому народу как можно ранее. Эти средства могли бы способствовать восстановлению инфраструктуры, расширению доступа к кредитам через местные банки, развитию сельского хозяйства и созданию новых возможностей для миллионов людей, живущих в условиях нищеты. Согласно данным ООН, в 2025 году 15 миллионов человек в Афганистане столкнулись с голодом, а 24 миллиона нуждались в гуманитарной помощи. Как нам всем известно, в начале сентября более 2000 наших афганских соотечественников погибли в результате землетрясения. К сожалению, из-за нехватки финансовых средств и слабой инфраструктуры своевременно оказать помощь пострадавшим не удалось. Мы призываем лидеров западных стран незамедлительно вернуть эти активы ради будущего афганского народа. Если вы действительно хотите, чтобы афганский народ как можно скорее выбрался из нищеты и голода, верните эти средства без промедления. Только тогда ваши слова о правах человека и о межгосударственных обязательствах будут соответствовать вашим делам. Уважаемые участники, сегодня вызовы в странах Африки от конфликтов до отсутствия
до нехватки продовольствия требует не сочувствия на словах, а солидарности на деле. Африка – это 54 страны с населением более чем 1,5 миллиарда человек. Это второй по масштабам континент после Евразии. Африка обладает огромными запасами ресурсов, и мы уверены, что в ближайшем будущем роль Африки в мировой экономике и международной политике возрастет в несколько раз. Поэтому колоссальные природные богатства Африки должны служить ускоренному развитию самого континента и удовлетворению ее собственных интересов. Миротворческая деятельность ООН должна быть усилена. Наша страна начала отправлять своих миротворцев в миссии ООН на заре своей независимости в начале 90-х годов. Это еще раз доказывает, что мы искренне хотим внести свой вклад в дело укрепления мира и безопасности в мире. Вклад государства не должен определяться его размером, а глубиной его приверженности и искреннего желания к миру и солидарности. Поддерживаем укрепление международных договоров, в том числе договора о нераспространении ядерного оружия. Важно воспитать подрастающее поколение к миру без ядерного оружия. Важно повышать осведомленность молодого поколения о разрушительных последствиях применения оружия массового уничтожения. Международный день просвещения в области разоружения и нераспространения, запущенный кыргызской стороной и поддержанный государственными членами ООН, является отличной платформой по осуществлению данной концепции. Кыргызстан – один из инициаторов и депозитарий договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Мы присоединились ко всем основополагающим международным документам по вопросам разоружения и нераспространения, в том числе договору о нераспространении ядерного оружия и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В соответствии с принципом последовательности в этом году Кыргызская республика приняла политическое решение о подписании договора о запрещении ядерного оружия. Твердо убеждены, что наша планета должна существовать без ядерного оружия. Это изобретение человечества должно использоваться исключительно в мирных целях. Дамы и господа, для устойчивого развития и региональной интеграции странам Центральной Азии необходимы равноправный диалог и активное взаимодействие. Несмотря на сложные исторические и географические предпосылки, Кыргызстан мирно урегулировал свои приграничные вопросы с соседними странами, в частности с Таджикистаном и Узбекистаном. Этот процесс сопровождался продолжительными переговорами на высоком уровне, на уровне экспертов и был решен с учетом уважения интересов всех сторон. С уверенностью могу отметить, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном – это границы дружбы, торговли и сотрудничества. Этот опыт подтверждает, мир возможен там, где есть политическая воля, уважение и диалог, которые позволили нам разрешить все существующие противоречия и встать на путь созидания и развития. Кыргызстан готов предоставить свой опыт разрешения сложных вопросов с международным сообществом. Давайте использовать более 3 триллионов рублей, долларов, которые ежегодно тратятся на вооружение по всему миру для улучшения жизни людей, ликвидации голода, охраны нашей экологии и очистки воздуха. В конечном итоге нет границ для того, чтобы дышать воздухом. Все мы дышим одним воздухом. Поэтому я призываю жить не в гонке за тем, у кого сильнее оружие, а в соревновании за то, у какой стороны чище природа и воздух. Дорогие друзья, изменение климата – это реальность, которую мы наблюдаем сегодня. Перед нами стоят угрозы засухи, таяние ледников, изменение экосистем и потери биоразнообразия. Кыргызстан – это горная страна, которая особенно уязвима перед этими изменениями. Мы уже переживаем угрозу сокращения водных ресурсов и сталкиваемся с рисками для сельского хозяйства и биоразнообразия.
Хотя Кыргызстан не имеет выхода к морю, он активно участвует в международных природоохранных инициативах и может играть значимую роль в поддержке соглашений, направленных на защиту глобальных экосистем. Кыргызская республика последовательно выступает за признание взаимосвязанности природных систем от гор к океану, которые являются двумя полюсами одной системы. Будущее океанов начинается на вершинах гор. В этом контексте мы ратифицировали соглашение о биологическом разнообразии и вошли в число первых более чем 60 государств, которые присоединились к нему. Реки, поддерживающие морские и прибрежные экосистемы, берут начало в горах, поэтому защита горных экосистем и устойчивое управление океанами напрямую связано, реками напрямую связано с океанами. Сейчас страна готовится ко второму саммиту Бишкек+25, который запланирован на 2027 год, как центральную площадку для государств, международных организаций и экспертов по устойчивому развитию горных территорий. Приглашаем всех вас принять активное участие в данном мероприятии. Дорогие друзья, как сказал в свое время генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд, ООН была создана не для того, чтобы привести человечество в рай, а скорее спасти человечество от ада. Сегодня эти слова актуальны как никогда. Организация родилась из ужасов войны, но жива благодаря вере в сотрудничество, диалог и уважение. Сегодня, как никогда, важно сохранить и развивать систему многосторонности, как щит от анархии и односторонних решений. Назрела необходимость формирования принципиально новых международных механизмов, которые адекватно реагируют на вызовы и угрозы современности. Наша организация нуждается в переменах, и это не требование времени нынешних реалий. В этом контексте поддерживаем усилия Генерального секретаря по реформированию ООН в рамках инициативы ООН-80. Пришло время также для усовершенствования и реформирования работы Совбеза ООН. В настоящее время 15 членов Совета Безопасности по сути решают судьбы всех государств мира. Вопросы мира, войны, безопасности и стабильности зависят от того, достигнут ли они консолидированной позиции. Кроме того, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН всегда могут заблокировать любое решение. Кыргызстан выступает за принятие необходимых мер по улучшению Совета Безопасности ООН таким образом, чтобы учитывать интересы значительного большинства государств. В этой связи необходимо добиться компромиссного решения по всем вопросам реформирования Совета Безопасности ООН. Реформа должна опираться на принципы универсальности, широкой географической представленности и заручиться широкой поддержки среди государств-членов ООН. Кыргызстан считает закономерным и справедливым расширение права африканских государств на членство в Совете Безопасности и усилий по устранению исторического дисбаланса. Более 60 государств-членов, в том числе Кыргызстан, никогда не избирались в Совет Безопасности, в то время как некоторые страны избирались по 5 или 6 раз. Нам кажется, что это несправедливо. Уважаемые делегации, Кыргызстан стремится вносить свой посильный вклад в обеспечение мира, глобальной безопасности и устойчивого развития. Для того, чтобы привлечь внимание ООН и мира к проблеме, с которыми сталкиваются малые государства, Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период с 2027 по 2028 годы. Поддержка стран, которые ранее не избирались в Совет Безопасности ООН, позволит придать уверенности в равноправии членов и тем самым поднимет авторитет организации и укрепит доверие к ней. Мы искренне верим в принцип справедливости, и я прошу государства-члены ООН поддержать нас на выборах в июне следующего года.
Каждая страна должна иметь возможность быть членом Совета и внести свой вклад в дело поддержания мира и безопасности. Я могу с уверенностью сказать, что Кыргызстан относится к числу государств, обладающих опытом, необходимым для движения значимых вопросов в Совете Безопасности. Мы будем четко отстаивать международное право, справедливость, защиту прав человека и повышать многостороннюю систему на основании взаимного уважения, баланса интересов и ответственности перед будущими поколениями. Уважаемые дамы и господа, наши вызовы общие, и ответы наши должны быть едиными. Наши слова должны соответствовать нашим действиям. Мы не можем допустить бездействия. Мир требует усилий. Будущее нашей планеты – это наша общая ответственность. Благодарю вас за внимание. От требования Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Киргизской Республики.